В древней истории абхазского народа, впрочем, как и любого другого кавказского народа, конь сыграл немаловажную роль. Общественный институт наездничества, военный быт черкесов – вот эту тему раскроет нам кандидат исторических наук, герой Абхазии Асланбек Марзей. Военная культура имеет много компонентов. То есть там туда много вопросов входит. Это и военная экипировка, и оружие, и конь, конское снаряжение, подготовка всадника. Марзей Асланбек окончил среднюю школу города Нальчика. Золотой медалью в том же году поступил на исторический факультет Кабардино-Балкарского госуниверситета. Работал научным сотрудником в культурном центре «Адыгская энциклопедия», заведующим выставочным отделом Национального музея. В 1995 году поступил в аспирантуру Института этнологии Российской академии наук, сектор Кавказа. Защитил кандидатскую диссертацию «Институт наездничества у адыгов» в 18-м, первой половине XIX века. Работает в Кабардино-Балкарском институте гуманитарных исследований старшим научным сотрудником отдела средневековой новой истории. Автор книги «Черкесское наездничество. Из истории военного быта черкесов в 18-м, первой половине XIX веков». С августа по декабрь 1992 года участник Отечественной войны народа Абхазии в составе 2-го Пицунского батальона. Указом первого президента Республики Абхазии Владислава Григорьевича Арзымба присвоено звание Героя Абхазии. Всякие общественные институты, которые способствуют поддержанию военной мобильности общества, это и аталычество, и в том числе наездничество. Но наездничество тоже один из основных институтов, который позволял поддерживать высокую военную мобильность черкесского общества. Этот институт традиционный не только для черкесов, но и для всех народов Кавказа. Называется он у черкесов Зейкуа, у абхазов, я могу ошибиться в произношении, если ошибусь, поправить, Ачикуора говорят, военный поход, у дагестанцев Чапкин говорят, у чеченцев ингушей Гяр. Еще в нарском эпосе, неважно в каком варианте, абхазском или адыгском, вы всегда, когда читаете нарский эпос, вы встречаетесь с тем, что нарты – это воинственный народ, который постоянно проводит, герои этого эпоса проводят жизнь в походах. И если по каким-то причинам нарты долго засиживаются дома, не участвуют в походах, у них начинается депрессия. То есть настолько они привыкли к такому образу жизни, что они без этого не представляют свою жизнь. То есть это очень древний институт, но сам термин «зеку» адыгский, он подчеркивает древний характер этого института, потому что «зеку» в переводе с черкесского означает «ходить», «зекон», то есть это пешие походы. Это говорит о том, что еще тогда, когда не было кавалерии такой, не было морских походов, кораблей, то есть еще в глубокой древности, когда еще совершали походы пешком, тогда этот институт зародился. Корни его, как я вам сказал, еще в нарском эпосе прослеживаются. И вот этот институт практически в неизменном виде, он дожил до XIX века, до времени русско-кавказской войны, включения наших народов в состав Российской империи. Но, естественно, как любой институт, он всегда подвергался трансформации, изменялся. И хронологические рамки моего исследования – это 18-19 век. В этот период, не могу сказать, вот, как на примере других народов, но у черкесов этот институт уже, учитывая то, что общество было уже феодальным, этот институт имел определенные отличия. Прежде всего, что касается особенно аристократических подразделений, кабардинцев, тимиргоевцев, беслинеевцев, джедугов, прерогатива эта
И основное занятие было знатных слоев населения, князей и дворян. Крестьянам тоже не запрещалось совершать походы, то есть население было все вооружено. Правом ношения оружия владели все сословия, кроме домашних рабов. И любой крестьянин, если он хотел, он мог оседлать коня, совершить поход. Но если это то есть это не запрещалось никому, но для знатных, для князей и дворян это было обязанностью. Известный польский путешественник Ян Потоцкий, когда он бывал в Кабарде, несколько раз он был здесь, описывал в своих книгах, значит, оставил воспоминания, труды. Он говорил, что в Кабарде князь не может считаться князем, если он проводит дома больше недели, не совершая похода. То есть над ним начнут смеяться, значит, его перестанут уважать. Походы вот этот институт, как любой общественный институт, который придавал своеобразие кавказским народам, такие как аталычество, куначество, взаимопомощь и другие институты. Вот этот институт наездничества, он был одним из основных институтов, и он имел жизненно важное значение для наших народов. То есть почему это все поощрялось, почему вот эти набеги, военные походы на соседние народы, племена, они не осуждались, а наоборот поощрялись, и люди, которые вели такой образ жизни, они пользовались авторитетом в обществе. Потому что, как сами говорят черкесы говорили, один известный французский путешественник, бывший личным врачом крымского хана, он как-то в Крыму встретил черкесских князей и спросил, почему вы поощряете эти взаимные набеги, когда внутри, значит, одно племя там нападает на другое. Они ему ответили буквально следующее. Во-первых, мы не похищаем свободных людей, говорит, мы похищаем таких же рабов, у других владельцев. Во-вторых, говорит, с помощью этого института наша молодежь, она всегда воинственна, она всегда в форме. Мы поддерживаем, то есть, дух вот этот боевой. То есть это институт, поддерживающий военную мобильность. При отсутствии централизованного государства, при отсутствии армии регулярной, весь народ был вооружен, и очень высока была военная мобильность. То есть каждый воин в отдельности, это был штучный экземпляр. Черкесский дворянин Ворк, для того, чтобы, допустим, государству подготовить офицера высококлассного, это надо ему кадетское училище заканчивать, поступать в училище военное, получить какой-то опыт. А все это черкесский юноша знатного сословия получал с детства. С того момента, когда его в 5-6 лет отдавали на воспитание католыку, кроме знания обычаев, этикета, знания старинных песен, одна из основных составляющих его воспитания это была военная подготовка. То есть маленькому мальчику покупали, вот если здесь в моей книге есть фотографии из фондов Государственного музея ГИМа, исторического музея, там есть экспонаты, детская шашка, детский пистолет, детское ружье. То есть воспитатель заказывал специально мастеру, изготавливали для маленького мальчика 5-летнего детское оружие. Причем детское оно только по названию, оно боевое оружие, оно стреляет, шашка боевая. И вот с 5-6 лет его обучал аталык стрелять из лука, из пистолета, из ружья, владеть шашкой. Где-то 6 лет уже сажали на коня. А аталычество, сам институт, когда он возвращал уже готового, получившего воспитание, значит, воспитанника, значит, родителям, князю там, или дворянину, заканчивалось где-то в 15-16 лет. Как в любом высшем учебном заведении выдается диплом, который свидетельствует о окончании этого заведения. Дипломом для него было именно совершение первого самостоятельного набега или руководство этим набегом для этого молодого юноши. То есть, если он это уже самостоятельно совершил, значит, воспитание его завершено, он готовый воин, он знает все премудрости наезднического искусства, и тогда он уже возвращает его родителям. Но до этого, где-то в возрасте 12-13 лет, аталык, он среди известных наездников, удачливых, опытных наездников, он просил их взять его с собой в набег. Там, в возрасте 13-14 лет, чтобы он просто помогал им, находясь в походе. Там, держал коня, готовил там, обед, ужин. И постепенно приобщался к этому. А к 16-17 годам он уже самостоятельно мог совершать такие вот
экспедиции, вот такие. По сути, это военная операция. Что касается, значит, этого института, то о названии надо сказать. По-русски это называется наездничество. Мы можем понять это так, что это связано с наездничеством, с искусством конной езды, с кавалерийским искусством. На самом деле, в основном, конечно, в XVIII веке и раньше, в период позднего, раннего Средневековья, набеги совершались верхом. Причем для этого была выведена специальная порода лошадей, известная как кабардинская. То есть на этих лошадях, которые приспособлены, именно созданы для войны, для дальних походов, совершались очень дальние экспедиции, до 1000 километров, до 2000 километров. В фольклоре есть упоминания о черкесских походах, которые доходили до Средней Азии, в IX веке до Армении доходили, черкесские отряды были в составе других каких-то групп. Но основная, значит, ареал, вот, где действовали эти наезднические группы, это Волга и Дон. И это и в фольклорных источниках прослеживается. Тен и Индыл называется по-черкесски. Индыл — это Волга, Тен — это Дон. И там кочевали нагайцы, другие кочевые племена. Ну, понятно, что так далеко отправляться в поход, и много на себе не привезешь добычи. Такое расстояние. И основным объектом захвата были это лошади, табуны лошадей, если это далеко набег направляется, и военнопленные. Обычно ценились это подростки, там, те, кого можно было обратить там, в рабство, там, сделать из них крепостных крестьян или продать. Но взрослых людей обычно не похищали. Взрослый человек, тем более если он свободного состояния, внутри черкесов, внутри черкесского общества запрещено было обращать в рабство и похищать людей свободных сословий, будь то дворяне или крестьяне. Это равносильно было тому, что это вызывало кровную месть со стороны родственников. И некоторые рода, насколько я знаю, есть такой абхазский род, Маг называется, Маг. Ихние потомки живут у нас в Кабарде, их очень мало. Этот род подвергся в свое время по преданиям избиению в Абхазии, потому что они занимались похищением детей, людей свободных сословий в абхазском обществе, они их продавали в Турцию. И за это по общей договоренности этот род был истреблен, часть его переселился на Северный Кавказ, и до сих пор их очень мало, там несколько семей. У нас в Кабарде есть несколько потомков, в Карачаево-Черкесии, может, в Абхазии остался этот род, Маг. То есть свободных людей не похищали. Похищали ли единоплеменников, когда на другие народы нападали, или же людей несвободного состояния? Теперь этот институт, значит, как он действовал? Ежегодно весной и осенью, весной до наступления сильной жары, а осенью до наступления морозов, князья и дворяне покидали свои жилища. И как раз в это время было связано или с посевной кампанией, или с уборкой урожая, и крестьяне выезжали в поля, чтобы пахать землю или убирать урожай. Обычно поля находились далеко от сел своих места жительства, и так как время было военное, не только похищали, но могли и на них напасть, похитить его подвластных князя. А князь по обычаям обязан был защитником быть своих подвластных крестьян, там, все, кто находился. И основная обязанность сословий высших – это защита своих подданных. Защита, а в целом, по большому счету, защита всей страны, независимости своей страны. Это их основная обязанность, которую остальные сословия воспринимали. То есть пока они это выполняют, другие сословия оказывают им знаки внимания, уважения, платят подати. Но если князья это перестанут делать, защищать свой народ, дворяне, тогда они теряли автоматически уважение в народе. И поэтому вот это занятие, оно как бы не осуждалось в обществе, так как на него смотрели как необходимость, чтобы, значит, общество было постоянно в военной мобильности. И вот они выезжали за пределы своих, значит, поселений и поселялись в лесах, в таких глухих местах, ставили шалаши. И часть из них, дворян, охраняла посевную кампанию, там охраняла крестьян, пока они сеяли, сажали, убирали урожай. А другая часть, молодежь, находилась в лагере, и там происходила их социализация. То есть они обучались владению оружием, джигитовке, стрельбе. Старшие опытные наездники делились своим опытом. То есть вообще быть хорошим наездником считалось намного сложнее, чем быть просто хорошим воином.
Потому что одно дело воевать, участвовать в бою, защищать свою родину, а другое дело совершать такие экспедиции, там очень далеко, за 600, за 500, за 1000 километров, и с добычей вернуться обратно. Там надо было знать, как днем скрываться от противника, знать надо было местность хорошо, знать звезды, ориентироваться ночью по местности и так далее, географию знать, там, я не знаю, астрономию. То есть это было целое искусство, это считалось намного сложнее. Вот этим всем премудростям молодежь, особенно дворянская, она обучалась в этих лагерях. Они назывались шупшаа. По-тюркски это кош называется, ну, временная стоянка, шалаш. И более опытные наездники оттуда уезжали, делали походы в соседние страны, там, в Дагестан, Чечню, там, я не знаю, в другую сторону, и привозили оттуда добычу. Там лошадей пригоняли, там, пленников, а молодежь по окрестностям, то есть на это смотрели, если вы помните, Спарта древняя, как спартанцы относились к тому, что юноши, которые получали, значит, обучение в этих спартанских школах, они воровали там по окрестностям гусей, там, курей и так далее. И это не запрещалось, потому что таким образом спартанцы поддерживали именно вот этот воинственный дух своей молодежи. Они обучались этому, то есть это поощрялось. И окрестные жители на это смотрели так, ну, закрывали глаза, если там кто-то табун, там, баранов украл или еще что-то. Но нельзя было нападать, определенные ограничения были у этого института. То есть нельзя было нападать на жилища, допустим, у себя, вот на своей территории. Допустим, до сих пор еще в 19 веке черкесы презирали того человека, который похитил стреноженного коня. Потому что конь стреноженный стоит, в этом не было никакого мужества. Оседланный конь, стреноженный. Именно надо было проявить искусство там. То, что охраняется, то, что надо с боем взять, вот это более ценилось, добыча. Даже, а по обычаям, по датам, если, допустим, табун лошадей или баранов там приблудился, первый, кто его нашел, он должен был оповестить всех. И в течение месяца-двух он должен был держать его у себя, оповещать, пока не найдется хозяин. Если хозяин не находился, то этот табун или имущество, оно продавалось и раздавалось бедным. То есть наездничество внутри своих обществ заниматься нельзя было, в своих обществах. Это считалось большим позором. Люди, которые в своей этнической среде, в Кабарде, допустим, в своем селе там, или похищали что-то, или воровали, они презирались и подвергались общественной обструкции. Их могли вообще выгнать из села, там, опозорить и так далее. То есть это делалось только за пределами своей исторической родины. То есть в тех народах, в тех местностях, с которым не было какого-то союза общественно-политического. Вот, допустим, убыхи те же самые. Убыхи славились своими зимними походами пешими. И убыхи были в союзе с шапсугами. И они никогда не нападали на шапсугов. Но они часто ходили в Мигрелию. Мигрелию, похищали там людей, нападали на Мигрелию. И один из известных черкесских убыхских предводителей, Хаджи Дагамука Берзек, он еще в молодости прославился тем, что он часто ходил так в Мигрелию, что знал все названия сел там по-мигрельски, потому что он там часто бывал. И зимние походы убыхов на Абхазию, которые описал Соломон Звамба, они связаны с тем, что именно в тот период, когда это происходило, в 40-е годы 19 века, вы знаете, что абхазский владетельный князь, он поступил под протекторат России, и не все общества поддержали его, Дал, Цабал, они были непокорные, но так как в то время, допустим, подвергались нападению те, которые, допустим, общества Садзы, Джигеты, Убыхи нападали на них, если они объявляли покорность российскому командованию и под их покровительство вступали и выходили из союза ихнего общего политического. То есть иногда это имело последствия, вот эти походы носили политический характер. Тот же владетельный князь Абхазии Михаил, который был воспитан у убыхов, когда ему надо было каких-то своих владетельных, непокорных или непослушных князей обуздать, он направлял эти набеги убыхов на своих политических противников. И военный поход мог иметь политическую окраску, допустим, выполнение союзного долга. Допустим, в XVI веке, в первой половине XVI века кабардинцы 2 раза
разграбляли Астрахань, нападали на Астрахань, Астраханское ханство в 1932 году и в 1947. Но летописи говорят, что в обоих случаях они приходили в Астрахань, чтобы поддержать своих зятьев, астраханских царевичей. В одном случае это Касимбек, потому что они были женаты на кабардинских княжнах. И вот в этих междоусобицах, в борьбе за ханский престол, они поддерживали своих союзников, своих зятьев, и с этой целью совершали эти походы в Астрахань. Ну, естественно, из похода без добычи не возвращаются, они возвращались всегда с добычей. Теперь, что касается добычи. У всех народов, у которых этот институт был развит, в том числе дагестанцы, у них тоже очень сильно был развит этот институт еще в XVIII веке. Даже у грузинов такой термин появился, как леки-акоба, то есть это набеги лезгин, дагестанцев на Грузию, грабительские набеги. И они их совершали очень часто. Тифлис не раз подвергался нападению горцев, разграблению. И в грузинском народе, в этносе, такой термин появился, как леки-акоба, который как раз описывает вот эту ситуацию. Но что касается черкесов, все русские дореволюционные авторы, этнографы, которые по роду своей деятельности были к тому же еще и военными, генералами, они, прежде чем начать воевать с черкесами, они хорошо изучили их обычаи, изучили их военные обычаи. Потому что это очень важно во время войны, знать психологию противника, знать его военные приемы и так далее. Они все это хорошо изучали, целенаправленно. Но даже они, наши противники, во время русско-кавказской войны, они писали, что добыча не была целью военных походов у черкесов. Добыча – это всего лишь знак, символ воинской доблести, славы. В основном эти походы совершались из таких побуждений, чтобы получить воинскую славу, получить известность в народе, стать известным наездником. Так как эта вся добыча по обычаям, она раздавалась. Наездники не имели права оставлять себе добычу, которую они добыли в этих походах. Все, что они привозили с собой, там был ряд обычаев, допустим, они возвращались в село, женщинам, старикам, вдовам, все это раздавалось. Потом девушки села незамужние устраивали специальные вечеринки, когда молодые наездники возвращались из похода, они в честь них совершали вечеринки, накрывали стол, там игрища проходили, и молодые наездники одаривали их шелками, золотом и так далее, всем тем, чем они, значит, все, что они добыли в походах, раздавалось это все, себе ничего не оставлялось. Единственное, что они себе оставляли, это описывается, то, что в Черкесии всегда был недостаток своих материалов, шелка, хороших тканей, качественных, а рубашки изнашивались, и часто бывало, что князья ходили как оборванцы, на них не было хорошей одежды, и вот каждый раз после похода, время окончания похода было известно, армянские купцы, еврейские купцы, они приезжали туда и обменивали на пленных, там, на шелк, на атлас, на такие дорогие ткани. И в это время знать одевалась, шила себе новые рубашки, черкесские, но по обычаю, если там князя или дворянина кто-то похвалил его черкеску, он должен был снять ее и поменяться с просителем. И часто бывало, что князья были или дворяне хуже одеты, чем их подданные. Но с другой стороны, известные наездники, это считалось как какой-то некий шарм. Они специально вот ходили в таких простреленных, там, прорубленных черкесках, зашитых, залатанных. И щегольство, оно, когда там молодые люди слишком пышно одевались, это не приветствовало, считалось, что это чисто люди, которые не ведут настоящий достойный их образа жизни. И военные русские историки описывают, что во время Кавказской войны, во время переговоров натухайцев, допустим, с Филипсоном, среди делегаций они обратили внимание, что известные предводители черкесов были с ног до головы, значит, вооружены самым первоклассным оружием, но черкески на них были залатаны, зашиты, с заплатами, и это не считалось у них зазорным, да, это, наоборот, свидетельствовало о том, что они ведут достойный ихнего статуса, значит, образ жизни. То есть добыча не была самоцелью, это была всего лишь символом и свидетельством того, что человек вот был где-то, вернулся из похода. Допустим, я знаю, в Абхазии очень популярна охота. Вы знаете, охотники любят рассказывать байки, там, какого медведя он убил, там, какую он рыбу выловил.
Ну, естественно, никто не поверит, если ты не покажешь когти или шкуру этого медведя. То есть, а если наездник говорит, что он привез с Бухары, допустим, платок бухарский и так далее, собственно, бега, то это всего лишь свидетельство о том, что он там действительно был, что он оттуда привез эту добычу. Почему этот институт культивировался? Ну, я уже говорил, народ это все поощрял, даже князья, когда они вели такой образ жизни, народ их осуждал. Есть даже такое предание, это уже 19 век, по инерции еще, когда даже Россия завоевала Кавказ, уже в состав в состав России вошли эти народы, уже была установлена совершенно другие государственные порядки, были установлены. И вот этот образ жизни, он не соответствовал новым реалиям. Если за это раньше в честь тебя слагали песню, народ собирался, тебе вручали старшие старики, там, богатырский кубок, или девушки в честь тебе оказывали честь танцевать самой красивой девушке на празднике, если человек, допустим, вернулся из похода с Волги, допустим, далеко, то теперь за это сажали, отправляли в Сибирь, там, в ссылку, каторгу. И известный ваш ученый Садзе, очерк, который написал Иналипа, вот вчера была как раз конференция закончилась, Иналиповские чтения, он описывает там эпизод, один абхазский князь, он, значит, отдал на воспитание уже в XIX веке к одному садскому владетелю своего сына, говорит. И, говорит, его сын, говорит, получил типичное горское образование, говорит, теперь его ищет полиция за разные преступления, говорит, чтобы его посадить. То есть время проходит, и любой институт, он как бы уже все течет, все изменяется. Если в те времена, когда этот институт был востребован, когда эти народы были независимы, он культивировался в обществе. Но когда независимость была утеряна, функции князей и дворян, они свои функции уже не выполняли, то, соответственно, и народ уже перестал к этому, как-то по-другому стали смотреть. Ну, по инерции он вплоть до революции продолжался, этот институт. Я знаю стариков, кабардинцев, которые рассказывали, что еще до 19 века, то есть вплоть до революции, они ездили и в Кубанскую область, и Ставрополь, угоняли лошадей, этим занимались. Но это уже то, что называется рецидив или реститут. Это уже не институт, он уже не носит общественного характера. Но именно вот его основная цель – это поддержание военной мобильности и сохранение независимости народа. Для этого он культивировался, но когда условия жизни изменились, все поменялось, и об этом только остались предания. Предания, и, естественно, сейчас как бы молодежи даже не стоит думать, чтобы об этом возрождать этот обычай и так далее, потому что у каждого обычая есть свое время. Тогда он был актуален, сейчас это как бы как этнографический, исторический материал. Мы об этом пишем, говорим, как часть нашей истории прошлой, как часть нашей традиционной культуры. Поскольку мы народы генетически родственные, конечно же, мы можем не только типологические сравнения делать, когда будем изучать свою традиционную культуру, и для типологического, для, скажем, этногенетической культуры, чтобы изучать, конечно же, это очень интересно. Я думаю, что это для будущих тем, потому что у нас эта тема, нельзя сказать, что вообще не исследована, но такого... Вот есть Георгий Амичба, к сожалению, его уже в живых нет, но ученый, очень солидный, серьезный. Есть книга, конечно, монография, но есть много проблем неисследованных в этой области. Я думаю, что эта тема будет иметь перспективу. Вот мой вопрос. Вот у нас есть вот такой термин, связано, обряд такой отчижцара. Как это перевести? Вот, например, когда человек верхом на лошади пришел к тебе в гости, и когда он будет уходить, не только в этот момент, но был ритуал отчижцара, когда конь преподносили ему, и был ритуал, чтобы его посадить верхом на лошади. Конечно, он сам тоже мог, но существовал у абхазов определенный ритуал. Вот в этом плане, как у кабардинцев. Это, я же говорю, очень обширная тема. Об этом можно часами говорить. Все эти обычаи, всаднический этикет,
там, в каком руке держать плеть, там, допустим, как спешиваться, как сажать на коня гостя, когда он приходит. Это очень много таких обычаев. Допустим, по селу нельзя галопом скакать. Это считается позором вообще, запрещено. Когда ты выезжаешь, ты обязательно в поводу держишь коня, выезжаешь из села. Если ты, допустим, едешь, у тебя печально, ты горевестник, если ты, допустим, тебя посылали горевестников оповещать родственников о смерти, плеть держали в левой руке. Но если вот гостя провожали, мы знаем, что, значит, с левой рукой держат поводья, правой держат стремена, помогает гостю сесть на коня. Гость, если он доволен хозяевами, как они его встретили, он коня поворачивает головой к воротам. Если он недоволен, он его спиной поворачивает, как его встретили, и уезжает. Да. Если, допустим, в Кунацкой человек ночью остановился, вы знаете, институт Кунацкой был у нас, у каждого, и у крестьян зажиточных, и у дворян это обязательно было. Дворянин не считался дворянином, если у него нет Кунацкой. И когда человек заходит, в зависимости от того, как он повесил плеть, рукояткой к двери или кнутовищем к двери, это говорит о том, собирается он на 3 дня остановиться или на дольше, или он спешит. И хозяин уже, когда заходит в Кунацкую, он видит, как висит плеть. Если он видит, что это надолго, то он, значит, уже режет барана. Если он видит, что он ночь переночует и уедет, то он просто там возьмет индюка, зарежет и так далее. То есть это символический язык, обычаи. Все это регламентировалось. И вообще известный черкесский абазинского происхождения писатель Кешев Адельгири, он писал, что черкесский этикет – это как 1000 китайских церемоний. То есть очень много все это регламентировалось, обычаев и так далее. Все это. Есть такие обычаи у нас, они все имеют названия, термины. Там очень много. Допустим, вот обряд ача-упсыж есть. Вы знаете, наши предки, и абхазы, и адыги носили оселедец, то, что называется у запорожских казаков. На голове голову сбривали, а чуб оставляли. Это называется ача. У многих народов, у иракезов, у индейцев, у японцев, у самураев этот обычай есть. У тех народов, которые ведут воинский образ жизни. И вот, допустим, наездник, который уже подошел, как говорится, условно говоря, к пенсионному возрасту, у него уже нет сил ездить в набеги, он совершает обряд ача-упсыж, он сбривает оселедец. Это называется пора ухода в отставку, то есть на пенсию он уходит, то это говорит о том, что он уже перестает вести такой образ жизни, который он раньше вел, постоянно в походах, в набегах, оповещает всех своих друзей, накрывает стол, к нему приезжают, и застолье происходит, и он прощается с тем образом жизни, и с этого момента это значит, что он будет уже вести оседлый образ жизни, будет хозяином, домоседом, а все вот эти его друзья, все, кого он одаривал, родственники, кому он делал дары, подарки, они в свою очередь ему пригоняют скот, лошадей, то есть он обзаводится хозяйством, и с этого момента он сидит дома, уже никуда не ездит, изредка только. Вот это называется ача-упсыж. Там, обычай первого там, вдевания ноги в стремени, ребенок, допустим, который аталык взял на воспитание, первый раз, когда его сажают на коня, это тоже отмечается, специальное мероприятие. Потом кан это термин тюркского происхождения, который означает воспитанника, а аталык тоже тюркский, это значит тюркский термин воспитатель. У адыгов есть свой термин. Аталык, воспитатель, это бфада, а воспитанник кан это пур. Пуришаж есть в этот обычай, это когда воспитанник возвращается домой, уже получивший воспитание, и вот его сопровождает аталык, несколько человек, и он его полностью с ног до головы вооружает и возвращает на хорошем коне в родительский дом. А родители, в свою очередь, воспитателя богато одаривают, очень богато одаривают, могли несколько крепостных семей даже подарить аталыку, оружие, лошадей. Это пуришаж называется обычай. Вот крымские ханы, нет ни одного крымского хана, ханыча, который стал впоследствии ханом, который не получил воспитания в Черкесии. Все они воспитывались в Черкесии, или в Темиргое, или в Кабарде, или в Беслинее. И вот есть источники, описывают, как это происходило возвращение крымского царевича воспитателями, черкесскими воспитателями в Крым, как это пышно все обставлялось. То есть это все было регламентировалось, были обычаи, они все имеют какие-то свои термины национальные, особенно все, что касается садническим этикетом, все это есть, то, что есть у нас, то же самое есть, наверное, и у абхазов,
Все это культуры, в принципе, идентичные, одинаковые они в этом плане. Вы рассказали, в общем-то, в пределах XIX века в основном. Потом XX век, и сейчас мы 21. Ну, насколько я знаю, как историк, лошади активно очень применялись в Первую мировую. Если говорить, скажем, о дикой дивизии, да, известной вам, конечно, и частью дикой дивизии легендарной Абхазской сотни. Во Вторую мировую, вплоть до 1944 года, были целые отряды, большие или эскадроны, да, конные. Потом они ушли в запас. Я даже знаю несколько абхазцев, которые были в этих вот... То есть коню было соответствующее, применение коня было соответствующее, да? Вот по вашему мнению, отношение к лошади... Вообще я считаю, лошадь-то удивительная, не схожа ни с чем другим по своему поведению, по своему преданности человеку, животное, я так считаю, например. Как вы думаете, а вот отношение человека к лошади изменилось со временем? У нас, у кабардинцев говорят, есть пословица: в жилах лошади и человека течет одна кровь. И само слово «ш» в адыгском означает брата. «Заш», если говорят, значит братья. То есть к лошади относились как, ну, и в те времена, особенно в те времена, это даже иметь хорошую лошадь, это не просто вопрос престижа, это вопрос выживания был в то время. И все стремились иметь самых лучших лошадей. Вывели эту породу, которая имеет тысячелетнюю историю. Вот это черкесская, кабардинская порода лошадей. Вот сейчас в Нальчике несколько лет работает по фонд концерна Volkswagen. Он финансирует генетические исследования кабардинской породы лошадей на генетическом уровне. И там они уже предварительные данные говорят о том, что лошадь это древняя очень. Около 4000 лет этой породе. Она очень древняя, и вот эту породу наш народ выпистывал, создал именно как боевую лошадь, как верного соратника, потому что она на протяжении тысячелетий, вот, и эти походы были бы невозможны. И вот эта Кавказская война, мы помним, генерал Евдокимов, который командовал кубанской кордонной линией, он говорил: первым делом мы должны лишить их беслинеевцев, тимиргоевцев, кабардинцев, их пастбищ, вытеснить их с пастбищ, с равнин в горы, чтобы они не имели возможности держать табуны лошадей, потому что пока у них есть лошади, у них есть кавалерия. И с ними, то есть в военном отношении китайская мудрость гласит, что спина лошади – это основа государства. То есть кавалерия играла огромную роль в древности, в средние века и в новое время. И в Первой мировой войне еще кавалерия играла большую роль. Ну, во Вторую мировую тоже она сыграла свою вспомогательную роль. Но, то есть лошадь огромную роль играла в жизни всех наций, народов. Но у черкесов особое отношение к лошади. И у нас это, наверное, в крови. У нас до сих пор вот сейчас возрождение происходит кабардинской породы лошадей. Сейчас многие городские жители, молодые люди, которые никакого отношения ни к селу, ни к сельскому хозяйству не имеют, живя в городе, стараются приобрести лошадь кабардинскую именно, держат ее на ипподроме, еще где-то, ну, возрождение происходит. Это любовь к лошадям, это у нас в крови, вот, без этого мы не можем. Вот у нас это чисто национальное такое. И я считаю, и был такой известный в советские годы Хабыш Кармов, с аула Кармова. Он был один из последних, как говорится, людей, которые вот, в советские времена коневодству большое внимание уделялось, кабардинской породе лошадей. И когда его спрашивали, есть ли еще кабардинская лошадь, та, которая вот, по преданиям, адыгаш, когда его спрашивали по-кабардински, он говорил: если есть адыгский мужчина, если остались мужчины, то лошадь есть, она будет. Но если у нас не будет лошадей, значит мы уже не черкесы, мы не адыги, если мы ее не сохраним, эту породу лошадей. То есть если не будет мужчин, то не будет и лошадей. Но пока будут адыги, черкесы, если мы... Это часть нашего культурного кода. Лошади, символ всадника, нардский эпос, все связано с всадником, с лошадью. То есть это часть нашей культуры, и мы ни в коем случае не должны ее утерять. Потому что другие народы, вот английская верховая лошадь, вы знаете, в Англии,
Самые престижные скачки королева Англии посещает. Все аристократы считают обязательно иметь лошадь. И вообще в аристократический клуб человек не может попасть, если у него не владеет лошадьми. В сообщество аристократов в Европе. Но они ее создали буквально 200 лет назад. У женщин у нас есть свидетельства 17 века относительно черкесов, что женщины принимают участие, верхом ездят, охотятся. Но в 18-19 веке, может быть, в связи с принятием ислама, это уже не так у нас видно. Но в Абхазии я знаю, что и в 19-20 веке абхазские наездницы, да, и женские седла я видел в музее, это было принято, да. Но у нас уже так не принято женщину верхом видеть. Но мужчины, да, это есть у нас, любят лошадей, любят скачки, в селах разводят. Причем иногда разводят разводить в табунное коневодство, оно очень затратное, и многие мои друзья, они в ущерб себе этим занимаются, то есть они на этом ничего не зарабатывают, но из-за того, что они адыги, что они черкесы, они считают это вопросом чести, сохранить эту породу, и хотя они государство не поддерживают, и никто не помогает, они продолжают заниматься этим, потому что без этого не может быть нашей истории, нашей культуры, лошадь мы обязаны сохранить. Кто выдержит больше, ну как сказать, быстрее прибежит? Абхазка, Апсочи или кабардинка все-таки? Ну, я насчет абхазских лошадей не знаю, но кабардинская лошадь рассчитана на длинную дистанцию, на горные переходы. До военные годы несколько скачек было проведено на ипподроме московском среди отечественных пород лошадей. То есть там участвовали ахалтекинцы, арабы, ну и другие отечественные породы, и кабардинцы. И кабардинцы там занимали первые места. То есть кабардинский конь, вот если он настоящий конь, он, конечно, уступает в резвости английской, чисто верховой породы, он, то есть на километр, на 2 он не может, на 3 с ними соперничать, потому что эта лошадь создана только для этого. Она очень резвая. Но вот с арабскими лошадьми они могут соперничать по резвости, но по выносливости с кабардинской лошадью ни одна из этих пород не может соперничать, потому что вот эти конные переходы, вот здесь фотография, это в Ростов, 600 километров недавно наши всадники совершили год назад, это в районе Мартыновки под Ростовом, 115-я кавалерийская дивизия в Нальчике была сформирована во время Второй мировой войны. И эту дивизию бросили на танковые армии Гудериана в степи, в Сальских степях, и она вся там погибла. Ну, буквально 80% дивизии погибло, но они закрывали там какие-то участки, и, в общем, в честь этого перехода, они в Ростов, в Мартыновку, вот в это село, 600 километров они сделали переход. До этого вот в советские годы делали переходы, потом вокруг Сурамского, вокруг Кавказского хребта был переход. До военные годы почти 2000 километров на лошадях кабардинской породы. То есть эта лошадь рассчитана для дальних походов и для военного образа жизни. Кабардинцы никогда не запрягали лошадь в плуг, в повозку, а только быков запрягали. Это не для упряжи лошадь, это именно верховая лошадь, созданная для определенных целей. Общественный институт наездничества имел жизненно важное значение для кавказских народов. Он поддерживал военную мобильность в неспокойные времена. Сейчас, конечно, мы рассматриваем это явление как старую, но прекрасную традицию. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания.